Почему Всевышний Аллах прогнал павлина и змею из рая? Узнать это можно, послушав следующую историю. В Коране сказано: «И сказал твой Господь ангелам: я создам человека из глины. Когда же я довершу его творение и вдохну в него дух, совершите ему земной поклон». Сура 38, Сад, аяты 71-72. Все ангелы повиновались Создателю, и только Иблис отказался, возгордился и стал неверующим. Всевышний Аллах сказал, смысл: «И мы сказали: о Адам, поселись в раю вместе со своей супругой, ешьте там волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не стать неправедными, нарушив повеление Аллаха». Сура 2 Аль-Бакара, аят 2. Адам, мир ему, и Хава жили в свое удовольствие в раю, питаясь лучшими плодами, кроме запретного дерева. Узнав это, Иблис начал строить против них козни, решив любым путем ввести их в заблуждение. 300 лет он караулил вход в рай, пытаясь войти незамеченным. И вот однажды из рая вылетела красивая птица, павлин. Иблис начал ее расспрашивать, говоря с ней нежными красивыми словами о том, откуда она и куда летит. А потом попросил на обратном пути забрать его с собой. Павлин спросил: «А почему ты сам не войдешь?» Скрыв свою цель, Иблис ответил, что хочет проникнуть туда тайно. «Я не могу», — сказал павлин, — «но попытаюсь отправить к тебе змею, которая сможет тебе помочь». С целью исполнить обещанное, павлин подошел к змее и сказал ей: «У ворот стоит один ангел из приближенных, который идет с проповедью. Если сможешь, проведи его сюда тайно». Змее это очень понравилось, и в тот же час она была у ворот. Сговорившись с Иблисом, змея открыла рот, и он вошел в нее. Так проклятый проник в рай. Он начал склонять Адама, алейхиссалям, с Евой к греху. Стремился убедить их в том, что это дерево харам для них лишь потому, что оно способно сделать человека бессмертным. Иблис прекрасно знал о слабых местах людей и решил надавить на одно из них. Адам, алейхиссалям, и Хава повелись на уловки сатаны и вкусили плод запретного дерева, после чего Всевышний низвергг их обоих на землю. В тот момент они впервые ощутили на себе гнев Аллаха, который лишил их рая. Змею же, которая ввела Иблиса в рай, Аллах наказал, видоизменив ее, вложив яд в ее жало, саму сделал немой, и была она сброшена в Иран. Павлин был наказан тем, что с него были сняты драгоценности и уменьшена его красота. Отсутствие благодати у Иблиса перешло на него, и он был сброшен в Вавилон. Таким образом, эти двое животных были изгнаны из рая, а змею и вовсе разрешается убивать, даже если на данный момент она не причиняет вреда человеку. Да убережет нас Всевышний от его гнева